Самбенану Худут. Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поговорить о теме, которую поднимал еще год назад, о том, что даже на пороге такой вот страшной катастрофы, которая произошла, войны, когда огромное количество нашего народа либо добровольно, либо недобровольно пошли, в общем, да, надо это все-таки признать, на войну и воюют за тех людей, которые нас оккупировали, устраивали нам геноцид, на несправедливую, на захватническую войну пошли. То есть никакого здесь для нас хорошего результата, исхода явно не будет. И никакой хорошей кармы мы не приобретем. Ну и в целом воевать за своих же оккупантов, я считаю, это вообще какой-то полный позор. Ну ладно, ну худут. Давайте сегодня вот эту вот тему разберем. Год назад я записывал это видео, призывал, получается, что призывал, но призывал в воздух, да. К сожалению, так ничего никто и не услышал или не захотел слышать. Видимо, к сожалению, сейчас я так думаю, многими моя деятельность или таких вот активистов воспринимается, видимо, как нечто вообще непонятное, сумасшедшее, или я не знаю даже, как это все теперь думать об этом. Ну, в общем, я призывал к чему? Чтобы наши олигархи, наши богатые люди, которые все равно в будущем, ну как сейчас получается, сбывается, да, мой прогноз, потеряют свои деньги, которых все равно раскулачат, могли бы вкладывать эти деньги в развитие бурятской философской, научной, культурной мысли за рубежом, ну, бурят-монгольской в целом, да, создавать бурятские фонды, спонсировать культуру, выстраивать нашу новую бурятскую идентичность. То есть мы сейчас находимся в таком положении, когда нас оккупировали, и мы, получается, растеряв свою элиту и растеряли свой интеллектуальный, творческий весь потенциал. То есть мы такой народ, как сказать, ну, можно сказать, как стадо стали, да, то есть у нас нет ни своих каких-то лидеров, нет своей какой-то мысли вообще, ни философской, ни культурной, ни научной, ничего. И когда с нами приключается, смотрите, вот такая вот трагедия, как эта война, когда наши буряты ничего не могут высказать против, когда просто, ну, вот как стадо, как бараны просто идут на эту войну, когда вот, ну, совершенно бездумно, да, то есть не возникает никакой мысли, чтобы как-то сопротивляться или еще что-то. Но только единицы, да, получается, убегают куда-то, и то эти единицы, получается, руководствуются не тем, что как-то бороться, сопротивляться, ну, а, как сказать, и даже они не воспринимают это, видимо, бегство как сказать-то, как какую-то возможность набраться сил, набраться опыта, набраться знаний для того, чтобы бороться, освобождать свою землю, а просто они, как бы сказать, уезжают просто жить куда-то в другую страну и все. То есть, к сожалению, у нас такого единения какого-то общего нашего бурятского народа, к сожалению, нету. Наша вот эта вот элитка, да, элитка, или как ее назвать, дальше своего носа не видит. Помогали они, как, так скажем, на нужды СВО, да, так называемой, на самом деле, войны, спонсировали ее, помогали, но ничего хорошего из этого не вышло. Как мы видим, сейчас их начали прессовать, начали их отбирать их деньги, имущество. Может, они, конечно, что-то успели вывести за рубеж, но явно на, как сказать, на помощь бурятскому народу, на создание каких-то культурных центров эти деньги, средства не пошли, никакие фонды, в конце концов, не заработали. Ну и, в общем, то, что год назад я говорил, вот видео в посте своем приложил, никто, к сожалению, этого не услышал, не захотели слышать, ну и сейчас не слышат, и, наверное, думают, ну вот, какую-то ерунду говорит, какую-то чушь порит. И я иногда даже думаю, получается, ну, вообще, на самом деле, я говорю
ну, по крайней мере, на свое какое-то мнение, какие-то очень простые и разумные вещи, да, ну, которые естественные должны быть. Но такое ощущение, как будто, не знаю, у меня иногда складывается, потому что, ну, наш народ в таком состоянии оказался, да, оказывается, что как будто что-то такое невероятное вообще что-то говорю. И просто печально, что, знаете, понимая просто вот этот вот русский режим, немножко даже, я не говорю о том, что я вот так вот прямо полностью изучил историю вот этого вот русского мира, да, хотя бы даже 100 лет назад что было? Раскулачивание, вот 37-й, 38-й. Ну что вы хотите, что вы ожидаете вообще от русского мира? Вы думаете, они когда-то изменятся? Они уже, по словам Савромата, 1000 лет такие. А что до этого 1000 лет, что было? То есть никогда этот русский мир не меняется. Посмотрите вот недавнее видео Липсица, я его тоже в посте приложу, который тоже дает анализ. Ну, в общем, этот режим не меняется никогда. Единственное, что может произойти позитивного, когда вот действительно и русский народ будет хорошо жить, и, соответственно, все наши, это когда Рашка это распадется, и все, другого просто варианта нет. И вообще у нее получается с определенного периода, после Ивана IV, одна единственная миссия – это вот расширение, и чтобы как-то народ смог защищать свои права и свободы, такого не было никогда. Поэтому, понимая, что мы оккупированный народ, я считаю, все наши народы должны делать что-то. Если вы не можете, не хотите или даже не пытаетесь бороться, да, там что-то делать, но хотя бы вот такие вот стримы вести, да, как я. Я не говорю, что это что-то такое грандиозное дело. Просто я вот веду блог и все, да. Ну, на самом деле, как сказать, важная, конечно, работа. И это какое-то начало, но можно было бы, учитывая все-таки количество, потенциал нашего народа, давным-давно создать какую-то хорошую студию, что-то сделать, какой-то телеканал, какой-то фонд открыть, культуру развивать и так далее. Но пока за 3 года войны, к сожалению, ничего этого, получается, не сделано. Кто, кроме нас, нашего народа и вообще других народов, это будет делать? Никто не будет делать, я вам сразу скажу. Никакой USAID, ни еще кто-то. Как мы видим, вот некоторые люди из наших народов присосались к этому USAID. Как только он схлопнулся, все, и вся их деятельность тоже прекратилась. Сейчас они все, получается, не знают, что делать, ходят и в полном шоке тоже находятся. Получается так. И исходя из этого, что выходит-то, как получается? Мы даже на пороге вот какой-то своей гибели, исчезновения, забвения, так и не можем хотя бы понять вообще, что с нами происходит, что с нами происходит геноцид, не можем заглянуть хотя бы на 100 лет назад. Все-таки я этот документальный фильм снимал тоже, вот, когда находился в Монголии, да, про репрессии. Ну, как-то я тоже немножко слишком как будто говорю о себе, да. Ну, по крайней мере, я вот понял вот это и пытаюсь что-то делать, объяснить как-то, да, народу. Но, к сожалению, на документальный фильм какая реакция-то? Почему-то, как сказать, да, смотрят, пишут такие комментарии, вот как все грустно было, но какой-то вот, знаете, причинно-следственной связи не видит, да, что вот происходили репрессии, хотя я там и провожу параллель, что сейчас то же самое идет, что надо как-то бороться, что надо как-то сопротивляться. Но на этого потенциала, к сожалению, у нашего народа нету. Ну, давайте вот честно признаем, 3 года война идет, никакого серьезного сопротивления, никакой серьезной хорошей организации, никакого телеканала, никакого культурного фонда, вообще ничего не создано до сих пор. Вот как все было в начале, так все оно, в общем-то, и в таком вялотекущем каком-то безжизненном состоянии так и находится. Хотя у нас, ну сколько, 400 тысяч, да, населения наших бурят. Это только, как сказать, кто в России, да, проживает в оккупации. Ну, какой-то все-таки потенциал-то есть, наверное, от такого огромного количества людей. Но, к сожалению, вот так вот мы
еще пытаясь, некоторые товарищи на этом деле нажиться, на вот этой вот беде, да, ну, мы все знаем, что в Монголии творилось, и в США, видимо, сейчас происходит, да и в Корее, что-то каждый пытается еще выгадать на этой теме, да, типа там какие-то услуги предоставляет, еще что-то, ну, просто это так смотрится, думаешь, вот такая трагедия происходит, да, уничтожение нашего народа. И кто-то еще пытается там какие-то, как сказать, посреднические услуги оказывать, кто-то нажиться на бурятах хочет или еще что-то там делает. В суды, видимо, ходит там в американские, угрожает, видимо, что типа сдадут, да, людей, что они, как сказать, этот липовый у них кейс, еще что. Ну, то есть я не знаю, это все со стороны, даже как-то все это мерзко, честно говоря, обсуждать, что вот настолько у нас оказался на самом деле несплоченный какой-то народ, как-то все это обернулось именно вот так, никакой хорошей, как сказать, ответки, что ли, хотя бы мнение создать мы не можем, как бы не печально это было констатировать. Ну и вообще, честно говоря, на какой-то ступени развития мы сильно русский народ даже, можно сказать, и не превзошли. То есть, ну, у них, честно говоря, ситуация, конечно, у них получше все-таки большой народ, получше с какой-то технической, наверное, составляющей, с умными людьми. Но и там процент тех людей, которые здраво оценивают ситуацию, на самом деле небольшой. А тех, кто может действовать, так вообще, можно сказать, практически и нету. То есть это тоже говорит о том, что потенциал русского народа, на самом деле, несмотря на его огромную численность, по большому счету не выше, чем потенциал нашего народа или каких-то других оккупированных народов. Ну, это еще раз говорит о том, что этот народ слишком долго находится в крепостном положении, закабалении, они не могут никак, им не дают, так-то с одной стороны тоже это понятно, что сформировать какую-то мысль, потому что все равно, пока ты не сформируешь хорошо мысль, пока ты не сформируешь идею какую-то, ты ничего не можешь создать. В этом-то как бы и вся проблема нашего общества, что мы вот, чтобы как-то отреагировать, чтобы как-то отрефлексировать, надо это сперва все-таки понять, проанализировать и подать. Но, смотрите, ну, допустим, вот создаем такие продукты, мы, допустим, да, что-то делаем, но еще печально то, что наш народ в каком-то таком коматозном состоянии находится, что он и рефлексировать перестал. То есть он даже не понимает, о чем вообще, что происходит. То есть, к сожалению, длительное пребывание в этом русском мире как-то очень отрицательно сказалось на наших интеллектуальных способностях. Если год назад это был очень активный, сильный, с большой потенцией народ, который мог создавать государство, какие-то великие дела совершал, то сейчас, через столетия, мы можем констатировать, что мы очень сильно деградировали. И все это из-за того, что мы попали в сильную кабалу, в сильную колонизацию от России. И вот эти вот советские годы очень сильно отрицательно на нас сказались. Тем более у нас не было 30 лет независимости, как в Украине, Казахстане, других странах. Ну, даже Беларусь, я думаю, все равно Беларусь, хоть она и была тоже под пятой, да, этого Лукашенко и находится, но, тем не менее, все равно у них какая-то идентичность проявляется. И как-то так, в общем. Ну, что теперь на будущее делать? Я так понимаю, от наших вот этой вот так называемой элитки ничего ждать не приходится, никакой помощи они бурятскому народу оказывать не будут. Просто тупо свои деньги потеряют, которые отправят опять же на войну с Украиной, и которые в конечном итоге пойдут, получается, на финансирование уничтожения как Украины, так и нашего же народа, и наших вообще коренных народов, потому что пока война продолжается, умирает и разрушается и Украина, и наши народы тоже там умирают вместе с русским народом.
И видите, вот насколько это глупая вообще ситуация, идиотская и какая-то чудовищная. То, что наши же ресурсы, наш же народ гонят на эту войну, которая спонсируется из наших же, получается, недр, да, ну, в основном Сибирь же, вот это все, Якутия, Саха и так далее, все вот завоеванные территории. И если бы не было этих завоеванных территорий, не было бы, по сути, и войны. Потому что не на что было бы воевать, не на что было бы вот эти вот корыта строить и так далее, да, всякие танки, еще что-то. То есть, конечно, логически война кончится только тогда, когда не будет никаких экономических уже возможностей. Ну, что я хочу сказать. Тем не менее, мы своими какими-то силами будем стараться работать над... Понятное дело, что мы экономически не в состоянии создавать больших интеллектуальных каких-то продуктов, философских, потому что для этого все равно нужно и время, и нужна тоже напряженная, интенсивная работа. Вот я сейчас, допустим, сценарий пишу, и, знаете, голова очень сильно на самом деле устает. Вроде бы сидишь, просто печатаешь, но все равно интеллектуальный труд это на самом деле сложно, энергоемкий. Главное, голова устает, ну, напрягается, охота переключиться. И потому что у нас, видите, нет условий, у нас нет средств к этому, мы все вынуждены здесь работать, и работать не на какой-то там интеллектуальной работе, а на таких тяжелых каких-то производствах, на заводах, на стройках и так далее. Понятно, что надо все равно искать возможность, все равно это делать, и мы по возможности своей будем все это делать. Но просто хочется констатировать, что на данный момент зафиксировать это наш народ в состоянии какого-то анабиоза, в состоянии какой-то комы, летаргии, просто молча, равнодушно наблюдает за тем, как идет уничтожение, собственно говоря, подрыв вообще существования нашего народа. Потому что если такая ситуация будет продолжаться, если так много молодых парней будет там умирать в Украине, да, если все это будет дальше происходить, если будет отток населения происходить, то мы просто будем замещены русским народом, и все. Туда будут пересылать откуда-нибудь, ну, с других русских земель на нашу Бурятию, и все, и потом только названия какие-то останутся, которые потом они еще и скажут, что это исконно русские названия и так далее. Такая вот, если ничего не делать, такая печальная судьба, которую, ну, в общем-то, они нам и запланировали это все. Ожидает, но в силу своих возможностей, сил будем сопротивляться. Такая вот история. Занахудут, на этом я видео свое заканчиваю. Видите, год назад я записывал видео, целый год прошло, все, как я говорил, все сбылось. Начали этих, получается, наших элитку, да, так называемую, начали прессовать, начали отбирать у них деньги, все это продолжится, получат они свой 37-й год, свое раскулачивание, ничего они, как сказать, не поняли, ну и канут просто в лету безвестными, которые ничего не сделали для своего народа, никак не помогли ему, не спасли. Такая вот, как бы, ну, закономерный результат, я считаю. Как пришли эти деньги, видимо, непонятно каким способом, так и они и уходят. Такие вот дела. Главное, эти деньги были заработаны на бурятском народе, на наших ресурсах. Ну вот, видите, когда ты не свободен, когда ты в оккупации, получается, ты не можешь никак распоряжаться эффективно своими средствами, не можешь свой народ, получается, как-то сплотить на какие-то дела хорошие. И все это происходит не по твоей воле. Такие вот дела. Занахудут. Поддерживайте нас, наш канал. Подписка, комментарий, лайки, Занахудут. Заканчиваю видео. Дахину зитра, байрте.